Здравствуйте! В эфире передача «Дискуссия» и тема нашей сегодняшней программы «Местное самоуправление. Гагаузская специфика». И в ходе нашей передачи мы поговорим о функциональных обязанностях примаров и местных советов. В дискуссии примут участие Алла Федористова, юрист Народного собрания Гагаузии, и Людмила Метеогла, директор Центра «Проевропа» в Камрате. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада видеть вас в нашей студии. Скажите мне, пожалуйста, чем должен заниматься примар города или примар села, и что входит в функциональные обязанности примаров и советников, естественно, поговорим. Алла, пожалуйста, вам. Хорошо. В первую очередь я хочу сказать, что все основные должностные обязанности и полномочия примаров, конечно, отражены в нашем главном законе о местном публичном, республиканский, я имею в виду, о местном публичном управлении, и еще у нас есть гагаузский закон о местных публичных органах власти Гагаузии. В целом, сказать, что законы дублируют друг друга, не могу сказать, так как наш закон местный, он, конечно, отражает некоторые особенности, которые присущи автономии, естественно, примарам населенных пунктов автономии, и это связано с такими чисто, я бы сказала, может, даже в некоторой степени национальными другими вопросами. А советники, что вы можете дополнить по поводу советников? Наверное, нужно сказать о том, что местный совет и местные советники – это такой маленький законодательный орган населенного пункта или административно-территориальной единицы. Это та структура, которая в населенном пункте, если мы говорим о селе, то о селе, если о городе, то о городе, занимается такими вопросами, как водоснабжение, очистка территории, озеленение населенного пункта, создание муниципальных предприятий, которые занимаются сбором мусора, которые чистят кладбища, которые занимаются газопроводом, строительством местных дорог. Это местный совет – это та структура, которая организует культурные мероприятия в селе, образовательные мероприятия, ремонтирует детские сады, школы, строит детские площадки. То есть такая хозяйственная структура, которая отвечает за вопросы села. Также они отвечают за общественный транспорт, и мы знаем, что очень часто местные органы власти не занимаются обеспечением общественного транспорта, и зачастую люди даже не знают о том, что они могут в эти структуры обращаться. Помимо этого, они занимаются освещением улиц, строительством каких-то важных объектов, городских или социальных объектов. Также органы местной власти должны заниматься строительством социальных приютов для людей, которые на сегодняшний день не имеют жилья. Этим тоже они должны заниматься. И часто сталкиваемся с такой проблемой, что бывают проблемы не местного значения, а проблемы значения нескольких населенных пунктов. И также в законе о местном самоуправлении, о местном публичном управлении говорится о том, что в компетенции местного совета входят и кооперация с другими населенными пунктами. Допустим, если между селом таким, двумя-тремя селами. Это возможно, это возможно, да. Есть между ними у нас в Гагаузии? Есть закон. Есть закон, который предусматривает такую кооперацию нескольких населенных пунктов для того, чтобы решать проблемы общего значения этих населенных пунктов. Также есть проекты трансграничного сотрудничества, которые подразумевают партнерство не только нескольких населенных пунктов, но местный совет имеет возможность заключать договоренности с международными организациями, странами, и делают, мы знаем, примеры побратимства. Это тоже возможно делать местным советом для того, чтобы расширить круг своих компетенций и решить проблему. То есть они решают проблему своего населенного пункта, но также проблему других населенных пунктов. То есть бывают общие проблемы, они могут объединяться и совместными усилиями решать проблемы большего масштаба. А чем тогда занимается примар? Как раз теперь мы и подходим к его основным полномочиям. Я хочу сказать, что если у нас советы – это законодательная власть, то, естественно, примар – это исполнительная. В первую очередь примар исполняет все те решения, постановления местных советов, местного совета данного населенного пункта. Это, естественно, то есть очень часто примары говорят: я хозяин, и я делаю так, как сочту нужным. Но я хочу сказать, это чаще всего приводит к конфликту между примаром и между местными советниками или местным советом. Для того, чтобы этого не происходило, в первую очередь надо, чтобы каждый примар имел у себя
на столе папочку со своими вот основными полномочиями, которые оговаривает статья 29 Закона о местном публичном управлении. И вот именно там статья 1 и гласит, что исходя из сфер деятельности, примар в первую очередь обеспечивает исполнение решений местного совета. Потом мы уже будем говорить о том, что он утверждает штатное расписание, структуру, отделы, какие могут быть в той или иной примарии местных населенных пунктов. То есть все будет исходить из их потребностей. Но в первую очередь для того, чтобы не возникало никаких спорных моментов между, так сказать, законодательной и исполнительной властью, надо, чтобы примар в первую очередь, естественно, руководствовался вот этой вот статьей 29. Если он, имея перед собой закон, знает, что он должен исполнять решение местного совета, естественно, исходя, конечно, что данное решение местного совета принято в соответствии с теми или иными законами. То есть, чтобы советы не превышали свои полномочия, он тоже определяет, насколько это законно или насколько незаконно то или иное принятое решение. Но в целом, конечно, и я поэтому не боюсь еще раз повториться, исполнение решений местного совета. Затем он, естественно, обеспечивает разработку местного бюджета на следующий год. То есть каждый год бюджетный должен, прошу прощения, каждый год, естественно, на каждый год разрабатывается местный бюджет, и опять же в бюджет должны войти не только те основные положения, которые вот определяет закон о местном бюджете, но и также они должны исходить из тех местных потребностей данного населенного пункта. И как уже Людмила сказала, очень часто примары, зная, что у них одна проблема, особенно, например, вот как в свое время была проблема водоснабжения. И те населенные пункты, которые находятся на достаточно близком расстоянии друг от друга, примары очень часто объединяются, узнают различные нюансы, вопросы, и потом уже на очередном заседании совета он уже, допустим, узнав какие-то нюансы исполнения тех или иных проектов, он тоже может предложить и предлагает, и просит уже совет вместе с ним разработать необходимые или принять необходимые решения или разработать необходимые постановления, которые будут работать на благо данного населенного пункта. Но, естественно, следующее, это у нас одна из основных его вот полномочий, это функции, он выполняет функции главного распорядителя различных грантов, затем кредитов, он которые... не эти гранты, да? Почему? Примария очень часто может с какой-либо общественной организацией совместно разработать проект и выиграть грант, и они совместно осуществляют. Потому что если, допустим, выигрывает только примария без какого-либо мониторинга со стороны общественной организации, может быть, там какие-то, я бы, не хочу сказать, может, какие-то неточности исполнения грантовых условий. А совет контролирует это? Обязательно, обязательно. Совет проводит тоже мониторинг вместе с этой общественной организацией. И тогда, когда вот идет органы местного публичного управления и, допустим, общественная организация, которая также предлагает какой-либо совместный проект для того, чтобы улучшить социальные условия данного населенного пункта, города, села, коммуны там, или какие-то решить насущные проблемы данного населенного пункта, это, конечно, идет во благо. Поэтому я вообще предлагаю всем примарам работать совместно с неправительственными организациями, потому что тогда не будет никаких, я бы сказала, может, перекосов в ту или иную сторону. То есть, когда будет проводиться совместный мониторинг, совместная работа, это будет, во-первых, и прозрачность, и, кроме того, уже будет уверенность, что никакие там гранты не уйдут на те цели, вернее, на другие цели.
То есть это должны быть целевые, да. Ну, естественно, я еще не сказала о том, что он отвечает за инвентаризацию и управление, ну, конечно, в пределах своей компетенции, имуществом там села, коммуны, города, все, что относится вот к публичной и частной сфере. Естественно, для того, чтобы даже вот получить тот же участок земли на строительство частного предприятия или частного дома индивидуального и так далее, обязательно надо обратиться в примирию для того, чтобы вот разрешить этот вопрос. Обязательно. Примирия, я хочу сказать, что примирия и примар в первую очередь они аккумулируют те заявления, предложения, и как советников, и граждан села, или города, то есть любого населенного пункта, они аккумулируют все эти предложения, заявления, и потом у нас по закону о местном публичном управлении не менее 1 раз в 3 месяца должно проводиться заседание совета местного. Можно и чаще, если есть экстренные решения, но чтобы реже 1 раза в 3 месяца, это уже не должно быть. Чаще разрешается, реже, конечно, нет. То есть вот это вот одно из таких вот тоже, и примар должен за этим обязательно следить. Примар, вообще, я хочу сказать, достаточно одиозная фигура в любом населенном пункте. И да, местные советы решают многие вопросы, но примар, как истинный хозяин, то есть как глава семьи, он должен следить за тем, чтобы в любом населенном пункте был порядок. А для того, чтобы был порядок, естественно, надо опять обратиться вот к закону, который определяет его полномочия. То есть он может предложить тем же местным советам какую-либо схему создания каких-либо организаций. Это могут быть местные организации, это могут быть совместные, которые будут направлены, опять же, на улучшение условий жизни данного населенного пункта. Для этого их люди избирают, да? Я так да, для этого люди... Да, я хотела просто сказать о том, что примар является таким генератором идей, генератором планов. То есть это тот человек, который предлагает проекты решений каких-то серьезных социально значимых проблем в селе. То есть он назначен именно для того, чтобы масштабно смотреть на проблемы села. Да, он смотрит на проблему села, он выдвигает свои проекты решений, как он видит решение этой проблемы. И именно с этим видением решения проблемы он выходит на совет. И уже совет коллегиально принимает решение о том, насколько это важно, действительно ли это нужно. И, конечно же, хотелось бы сказать, что решения совета обязательно должны быть прозрачными, открытыми. И, если я не ошибаюсь, не менее чем за 15 дней должна быть разработана повестка дня совета, для того, чтобы советники могли быть подготовлены, для того, чтобы они могли компетентно принять решение. И также граждане имеют право принимать участие в заседаниях совета. И для этого очень часто предусматривается, так как у нас прогресс растет, уровень охвата интернетом очень высокий в Гагаузии, поэтому в основном каждое село имеет свой сайт, поэтому люди должны информироваться через сайт. И также мы знаем, что есть информационные панно возле каждой примарии. Об этом тоже должны объявлять о том, что такого-то числа состоится такой-то совет, где на повестке дня будут стоять определенные вопросы. Это очень важно, и люди должны привыкать к тому, что они тоже должны принимать участие в процессах принятия решений. А вот меня интересуют люди, граждане, вы говорите, должны тоже принимать участие. Вот каким образом они могут принять участие в тех же решениях совета? Ну, вот, как их вовлечь в эту работу? Как их вовлечь? Да. Если на постоянной основе они будут знать о том, что есть повестка дня совета, и если они могут что-то предложить, допустим, что-то конечно, изменить. Они могут участвовать в заседаниях совета не с правом совещательного голоса. Это те люди, которые могут просто вносить свои предложения. И, допустим, в населенном пункте примария может зарегистрировать общественную организацию по различным вопросам. Если это экологическая организация и на повестке дня заседания муниципального совета, очистка населенного пункта, то почему нет? Почему бы эта общественная организация не могла предложить свое решение этой проблемы? То есть, может быть, у нее есть какое-то свое видение, как это можно сделать эффективно, быстро, легко и вовлечь посредством этого все село. То есть они могут участвовать различным способом на заседаниях совета. Это могут быть не только общественные организации, инициативные граждане, инициативные группы.
и просто люди, которые заинтересованы в решении какой-то проблемы. Если это ремонт улицы Суворова, то почему бы не жители улицы Суворова, которые, может быть, имеют уже свое видение, как это можно сделать, как можно дешевле найти материалы, может быть, у них есть уже какая-то своя контрибуция, они об этом должны говорить, и таким образом проблемы могут решаться. То есть посредством диалога, я думаю, что все это может быть решено. Хорошо. Я хотела бы дополнить Людмилу еще в том, можно, каким образом еще можно осуществлять диалог, допустим, местных советов или примирии, да, с гражданами, конечно, через публичные слушания. Допустим, хотя бы один раз, допустим, несколько месяцев, может это в 3 месяца, может 4, может даже в полгода, но провести общественные слушания для того, чтобы собрать, и вот действительно это должна быть прямая линия. Можно позвонить, можно написать в интернете, можно отправить. То есть вначале обязательно сделать анонс, а потом уже, получив все вопросы, отобрав наиболее, я бы сказала, такие конкретные и нужные предложения, можно потом их обсудить путем вот таких открытых слушаний. Таким образом будет налицо и прозрачность решений, и это будут эффективные решения. То есть это не просто поговорили и забыли, а уже это должно войти в концепцию развития того или иного населенного пункта. Потому что не имея вот этой вот концепции развития, ты не сможешь... Это будут все время, знаете, решаться сиюминутные вопросы. Ага, вот там мостик между одним берегом одного оврага и другим обломился или еще что-то. Давайте решать и вопросы более такого широкого плана, потому что ни для кого не секрет, что многие населенные пункты, я даже не постесняюсь сказать, вот, например, Киритлонга, до сих пор они не имеют воды, понимаете? Для них это, конечно... Да. И чтобы решить вопрос этот насущный, я бы сказала, надо, конечно, работать примару. Не депутату народного собрания, не еще кому-то, не приезжему, заезжему казачку, а в первую очередь должны работать примары, которые, зная свои насущные проблемы, должны все-таки проводить мониторинг всех нужд, потом представлять их даже на заседание местного совета и уже совместно принимать решения, которые вот будут удовлетворять данный населенный пункт. И я хочу сказать, что в полномочия примара также входит и выдача местных там лицензий, индивидуальных патентов. Отдельный сбор бюджета. Да. А как иначе? Как иначе? Конечно, это все примирие делает. Она аккумулирует средства путем сбора местных налогов, они путем принятия решений на заседании совета определяют, какова будет ставка местных сборов и налогов. И, то есть пополняется бюджет из различных донорских, так сказать, пунктов для того, чтобы потом решить насущные проблемы. И я хочу сказать, что, конечно, вот Людмила подняла эту проблему экологии всех населенных пунктов. И я хотела бы обратить внимание примаров, или кандидатов в примары, которые придут, они должны в первую очередь решать самых 3 основных насущных проблемы. Это, естественно, обеспечение водой, это канализация и это разрешение экологических проблем. Потому что у нас просто экологическая катастрофа во многих населенных пунктах. Вываливается мусор за пределы вот своего порога. Так нельзя. На улицу или рядом, если овраг какой-то, еще что-то. Это приводит к тому, что в любой момент может вспыхнуть из-за этой антисанитарии, потому что, да, и в такую жару могут вспыхнуть различные эпидемии. Поэтому 14 июня это будет та дата, которая потом определит основные направления развития каждого населенного пункта. На самом деле есть еще другие важные экономические проблемы, то есть создание рабочих мест и зоны отдыха. Это обязательно. Да, и проблема молодежи, которая уезжает из страны, к сожалению. То есть проблем очень много, и мне бы хотелось, чтобы граждане очень ответственно подошли к выбору тех людей, те представительные органы власти, потому что очень важно, чтобы эти люди были достаточно реальны, чтобы они понимали, что бюджет примарии не безграничен.
То есть нужно будет отличать, конечно, обещания от реальности, потому что, конечно же, каждый из нас готов, засучив рукава, решить все проблемы, но, к сожалению, бюджет не всегда позволяет. Да. Поэтому здесь очень важно быть и реалистом, я считаю, в этом направлении. Ну вот в каждом населенном пункте мы уже знаем, одного примара избирают. Да, вот от чего зависит, сколько советников? Вот как избираются советники в населенных пунктах? От количества населения. Людей, проживающих. От количества населения данного населенного пункта. Вот, например, у нас в Камрате, да, если Камрат, муниципий Камрат как раз попадает в ту вилку между от 21 тысячи населения до 50. Естественно, набирается 27 советников. А вот сроки полномочий давайте немножко поговорим. Какие сроки полномочий и можно ли досрочно, допустим, с должности снять примара или советника? Угу. Ну хорошо, если начнем с примара, да, естественно, полномочия примара начинаются после утверждения результатов выборов и длятся до следующего утверждения выборов, то есть через 4 года заканчивается срок его полномочий. Естественно, примар осуществляет свои полномочия в течение 4 лет, но есть несколько причин, по которым он может либо сам по собственной инициативе отказаться от своей должности, может в силу здоровья или каких-то семейных причин, которые будут ему мешать осуществлять свои полномочия. Затем в случае возбуждения в отношении него уголовного дела, но не просто возбуждение уголовного дела, но и вынесение приговора по данному уголовному делу, вошедшего в законную силу. Естественно, после этого примар не может осуществлять свои полномочия, и в таком случае объявляются досрочные выборы в данном населенном пункте. Да, это будут локальные выборы примара. Далее, естественно, в случае его смерти, это понятно. У нас просто не отработан еще механизм отзыва примара, да. У нас референдумом мы можем отозвать примара. Нет, у нас есть, понимаете, есть в законе, это отражено. Да. Но сама процедура, каким образом все осуществляется, кто начинает данную процедуру, как это будет проводиться. То есть все основные моменты это не оговаривается. Да, просто говорят, да, можно его отозвать. Вот путем проведения местного референдума. Вот и все. Каким образом инициирует совет? Весь механизм не отработан до конца. Я думаю, что со временем это может быть даже и будет, но, конечно, я бы хотела, чтобы выбрав примара, во-первых, прежде чем его выбрать, люди должны руководствоваться не тем, что он чей-то сват, брат, или этот человек принадлежит к той или иной партии, которая сейчас у власти. Знаете, это настолько все шатко, потому что в любой момент эта власть может уйти, и, по сути дела, этого примара, допустим, никто не будет поддерживать. Конечно, в первую очередь надо руководствоваться тем личностью примара, личностью данного человека, который себя позиционирует на должность примара, то есть его экономические знания. Это не должен быть человек, который ни в чем не разбирается. Может, раньше это можно было бы окриком, еще чем-то решить вопрос или кому-то закрыть рот. Сейчас, естественно, у нас повальная грамотность, и человек, который идет на должность примара, он все-таки должен знать, чем он будет заниматься, иметь определенные знания в области экономики, это обязательно, в области юриспруденции, да, у него будут и советники, у него будут там службы, заместители, но этого мало. Если сам примар не будет в этом разбираться, то, естественно, ждать от него каких-то радикальных перемен в данном населенном пункте, в хорошем смысле радикальных перемен, конечно, трудно. Советники. Да, что касается советников, то, конечно же, существует процедура, которая также может лишить мандата и самого советника. Это происходит в 3 случаях. Во-первых, если советник нарушил Конституцию, это подтверждено решением судебной инстанции. Во-вторых, советник может лишиться мандата в случае, если в отношении него вступило в юридическую силу решение суда о лишении его свободы, то есть он должен понести наказание. И третье, если советник более 3 раз
не посещал заседание местного совета, и в этом случае совет принимает решение о том, чтобы лишить его мандата. Вот об этом я хотела более подробно поговорить, чтобы наши зрители знали, что если они избрали советника, если советник 3 раза это очень важно, не что явился. Если это по состоянию здоровья, это один уважительной аспект. причине, да. А если человек просто, знаете, равнодушно относится к исполнению своих обязанностей, в таком случае хочется задать ему вопрос: зачем ты шел в советники? Нет, но есть такие советники, которые просто игнорируют, вот не хотят принимать участие. Очень часто советники манипулируют людьми и говорят, что вот решение совета, да, было принято решение совета, которое не было принято в интересах жителей села. На что на это говорит советник? Ну, это коллегиальное решение, не я один его принимал, но в самом-то деле, если он не согласен с решением совета, он должен высказаться, его мнение должно быть запротоколировано, только в том случае он несет солидарную ответственность со всеми. Такая же ситуация происходит и в таких случаях, когда советник не посещает заседание совета, аргументирует это тем, что он находится на своем месте работы. Но в законе о местном публичном управлении также четко сказано о том, что советник обязан посещать заседание совета, и его обязаны освободить от занимаемой должности на время заседания совета либо комиссии. Поэтому либо советник, прежде чем идти в совет, должен хорошо взвесить, сопоставить свою работу. Да, бывает такое, что мы работаем на частные структуры, которые не всегда, к сожалению, выполняют законы, поэтому он должен был это все хорошо взвесить. И в случае, даже если у него есть уважительная причина, зачастую происходит так, что они не уведомляют ни совет, ни примара. То есть абсолютно халатное отношение либо по незнанию, либо уже по инерции такой. К сожалению, это происходит. Поэтому мы должны очень четко понимать, кого мы выбираем. И иногда, когда мы шутим и говорим, что мы должны выбирать советников или примаров, которые умеют завязывать шнурки, то есть это говорится о том, что это достаточно сложная, ответственная работа, и примар, и советник, они должны отдавать себе отчет, что они должны быть в полном здравии для того, чтобы достойно 4 года выполнить свои основные функциональные обязанности, которые, естественно, что очень сложны, но каждый из них добровольно взял на себя эту ответственность. То есть так же, как и мы имеем право выбирать, также они имеют право быть избранными. Их не обязывают, не заставляют. Это их личное право, их личный выбор, да. А вот скажите, как должны проходить заседания, заседания советов и потом вот эти решения, которые они принимают, как они должны информировать людей? Но я хочу сказать, что обычно решения у нас есть нормативного характера, а есть индивидуального. Например, хотят изменить название улицы. Данной улицы. То есть это у нас идет как индивидуального плана или увековечивание какой-либо личности данного населенного пункта. Все, это, конечно, у нас индивидуального плана. Нормативного плана обычно решения принимаются это по части назначения, по части назначения каких-либо должностных лиц. Это могут быть решения нормативного плана по установлению каких-то ставок, размеров налогов или каких-либо услуг, то есть местных налогов и сборов. Это у нас идут, конечно, нормативного плана, так как они касаются всего населенного пункта. А индивидуального, конечно, касается решений, допустим, решение индивидуального плана в отношении какого-либо лица. Например, ему выделяется земля под застройку, или он открывает какое-либо предприятие, или это может быть даже какое-то социальное учреждение, то это уже, конечно, будут такого индивидуального плана. Вот такие решения принимаются советом, и также у примара тоже есть такие же решения. Есть индивидуального плана и есть, конечно, нормативного. Они также касаются... Люди должны быть проинформированы об этом? Обязательно, обязательно. Как должно быть? Если лицо, в отношении которого вынесен какое-либо индивидуальное решение или распоряжение, это акт примара, то, естественно, до него это обязательно в письменном виде доводится. Можно, конечно, позвонить, сказать, но обязательно в письменном виде. Для того, чтобы... Да, по почте, с уведомлением или с приглашением его и вручением ему того или
иного акта. А если это касается нормативного плана, то, естественно, это можно через средства массовой информации. Это может быть через объявления по телевидению, это могут быть объявления по радио и также публикование данных актов, нормативных актов в газетах, местных газетах, для того, чтобы население знало, о чем идет речь. Раньше, я помню, в Чедерлунге в газете «Знамя» постоянно публиковались решения местных советов. Когда не было сайтов, наверное. Да, сейчас есть сайты. да. И в таком случае люди уже знали, население знало, что такие-то вопросы обсуждались, и все. Да, конечно, там не говорили, что кто-то был из советников против, а кто-то был за, но было принято такое решение. То есть доводилось до местного населения, и это хоть каким-то образом информирование населения осуществлялось на определенном таком доступном для примарии уровне. Да, я хотела сказать, что в принципе эти демократические веяния, они законы делают для того, чтобы все процессы были прозрачными. То есть как заседание Совета должно быть открытым, так и решения Совета должны быть открытыми. Я знаю, что несколько лет назад была попытка сделать прозрачными принятие решений местных советов, и был разработан большой единый сайт, в котором каждое село имело свой блог, и все решения Совета должны были публиковаться в этом блоге. Но мы столкнулись с двумя проблемами. Во-первых, не всегда советы примары заинтересованы в том, чтобы решения были публичными, потому что люди в селе очень хорошо друг друга знают, и все было понятно и видно, в чью пользу принимаются определенные решения, кому выделяются определенные земли или участки под что-либо. Поэтому, во-первых, они не были заинтересованы. Во-вторых, нет мотивации. То есть для того, чтобы эти решения были публичными, должны наделить определенными обязательствами какую-то единицу в примарии. Это тоже достаточно сложно, потому что секретарь, на нем очень много обязанностей. Кому выделить кому вменить в обязанности постоянную работу с сайтами, с публичными средствами массовой информации, это тоже достаточно сложно. То есть издаются законы, но не всегда в селе находятся механизмы, либо бюджет на этот год уже утвержден, и нет никаких возможностей для того, чтобы выделить какую-то силу для того, чтобы все это внедрить в жизнь. Но в каждом населенном пункте, по-моему, в каждой примарии, наверное, есть человек, который занимается... Не в каждом населенном пункте есть. Единицы для них. Не в каждом населенном пункте есть единицы, которые работают со средствами массовой информации. Вы имеете в виду пресс-служба, да? Да. Нет, к сожалению, такой шикарной возможности в каждом населенном пункте нет. А мне кажется, что есть закон. Я о чем и говорю, что есть закон, но нет механизмов внедрения этих законов. Очень часто издаются очень хорошие законы, которые очень далеки от местной реальности. И в маленьком населенном пункте, где один секретарь выполняет несколько функций, он физически не может выполнять еще одну дополнительную. Поэтому существуют очень хорошие законы, но, к сожалению, не всегда есть механизмы, чтобы их внедрить. Это раз. Не все законы у нас работают. Да, и нет гражданского общества, которое бы каким-то образом бы спрашивало с властей о том, есть закон, скажите, пожалуйста, почему, согласно закону, я обязана, вы должны меня ознакомить с решением совета, но я почему-то не могу с ним ознакомиться. Почему? По какой причине? И также я хотела сказать, что люди часто, обращаясь в примарию, по незнанию не получают качественного ответа, потому что был некачественно заданный вопрос. То есть, согласно закону о петициях, они должны официально обратиться, и им обязаны ответить. Но зачастую у нас проблемы как решаются? Я пришел в частном порядке, высказал свои какие-то пожелания, либо негодования, просьбы, нигде их не запротоколировал, не внес, и мы ждем какого-то внятного ответа. К сожалению, мы должны научиться также грамотно обращаться к властям для того, чтобы не дать им возможности нам не ответить. Поэтому люди должны официально обращаться, регистрировать свои заявления в примарии, и прийти через, по-моему, 30 дней, да, согласно закону о петициях, органы власти должны ответить. В течение 30 дней, после 30 дней он должен прийти и сказать, на каком основании, согласно моего поданного заявления, такого-то числа, зарегистрированного под таким-то номером, вы мне не ответили. Ну, в отдельных случаях до 10 дней должны решить. И я хочу вам сказать, что некоторые примарии находят, допустим, выход из создавшейся ситуации. Они просто вывешивают на своем стенде или в помещении примарии, или на рядом стоящем стенде со зданием на улице, вывешивают решение.
по типу тому, кому надо, тот придет и ознакомится. Я хочу сказать, что раньше все редакции газет посылали своих корреспондентов, они созванивались с примарами и узнавали повестку предстоящего заседания и какие вопросы там будут разрешаться. И очень часто они приезжали, все это выслушивали, а потом, естественно, появлялась газетная статья или информация, что вот такие-то вопросы рассматривались, и были приняты такие решения. Однако сейчас это отсутствует. Опять же, это связано с глубочайшей экономией тех или иных районных газет. Они, допустим, имея один или два корреспондента, не могут их направить в какие-то населенные пункты, потому что они даже не располагают теми средствами, которыми они должны располагать для того, чтобы направить корреспондента, оплатив ему дорогу и так далее. То есть вот таким образом. Некоторые стараются это по телефону решить, спросить, узнать, если есть инициатива. В городе обычно, в городских населенных пунктах, да, корреспонденты приходят, они сидят, все фиксируют, да. С этим вопросом, конечно, гораздо быстрее идет разрешение. То, что нельзя, к сожалению, сказать в отношении сельских населенных пунктов. У них, конечно, такое отсутствует пока. Пока отсутствует. Ну и в заключение нашей передачи ваши рекомендации или пожелания нашим телезрителям, избирателям. Ну, я хочу сказать, конечно, мы могли бы много чего сказать и пожелать, что вот обратите внимание на эту личность или на эту, но мы исходим из того, что мы не будем кому-либо советовать отдать свои голоса за того или иного кандидата. Но в первую очередь хотим сказать, прежде чем вы отдадите свой голос за кандидата, подумайте, сможет ли он в экономическом, реальном контексте решить вопросы данного населенного пункта. И пусть исходят из того, что все те обещания, которые иногда вот излагаются в программе, это надо быть как минимум президентом данного населенного пункта, чтобы суметь вот исполнить всю свою программу. И хороший бюджет. Да, и хороший бюджет. Исходите из реалий данного населенного пункта. Из реалий того, что вы могут исполнить данный кандидат. Поэтому если лицо, которое себя позиционирует в качестве кандидата на должность примара, он, естественно, тоже должен реально исходить. Это ведь не игрушки, и данный вопрос надо решать, исходя не из того, что вот я на него сержусь, и поэтому я не решу вопрос данного лица, или у меня с ним натянутые отношения. Все, ты идешь в примары, ты полностью абстрагируешься от личных взаимоотношений. Решай в соответствии с законом, в соответствии с нуждами данного населенного пункта, в соответствии с нуждами данного лица, который к тебе обратился, но так, чтобы это не было в противовес закону, чтобы не шли нарушения, чтобы потом не было постоянных судебных тяжб, которыми буквально все суды просто завалены такими делами, потому что очень часто бывает, что между примаром и советами или примарией и каким-то человеком или какой-то организацией. То есть в первую очередь помните, что есть полномочия, изложенные в 29 статье Закона о местном публичном управлении. Руководствуйтесь ими и уже, естественно, далее руководствоваться остальной законодательной базой, которая определяет и направляет вот все действия примара и примарии, и советников тоже. Спасибо. Я со своей стороны, как представитель гражданского общества, я бы призвала людей не вестись на ловушки предвыборные, на которые мы очень часто ведемся, и я считаю, что мы должны пенять только на самих себя. Не нужно вестись на громкие, одиозные фразы за процветающую Молдову, Гагаузию, светлое будущее. Нужно соизмерять реалии населенного пункта, бюджет, как было сказано. Нужно соизмерять те обещания с реальностью, которая существует в населенном пункте. Я бы хотела призвать самих людей, чтобы они изучали законы, чтобы они четко знали, чего им ждать от местных советников. И чего требовать. Соответственно, если мы знаем, каковы их основные обязанности, в таком случае мы будем знать, что от них требовать.
То есть до тех пор, пока мы хотим обманываться, нас будут обманывать. Когда мы научимся изучать законы, изучать права и обязанности местных советников, их непосредственные функциональные обязанности примара и советников, тогда я думаю, что мы сможем воспитать и качественный совет. Они начнут нас бояться и станут намного более качественными, и поэтому не будут уже избираться, потому что он очень красноречив, он очень много всего наобещал, а мы будем их избирать по каким-то конкретным делам, потому что выбираем, в принципе, их мы. И мы фильтруем качество этих людей. Кого избираем, да, кого избираем, да. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе, благодарю вас за интересную информацию, предоставленную для наших телезрителей. Для телезрителей напомню, что в сегодняшней программе приняли участие Алла Федористова, юрист Народного собрания Гагаузии, и Людмила Метеогла, директор Центра про Европу в городе Комрат. Еще раз благодарю вас за участие. Программу провела Елизавета Ротарь. Спасибо, до встречи в эфире.